Дети Азии проводятся с 1996 года под патронатом Международного олимпийского комитета. В 5 предыдущих играх приняли участие более 8 тысяч юных спортсменов. Многие из них в дальнейшем добились серьезных успехов на мировой арене, включая 5 атлетов, бравших медали на Олимпиаде в Пекине и Лондоне. Отцом-основателем игр «Дети Азии» по праву считается первый президент республики Михаил Николаев. О том, как он оценивает развитие игр, что думает о возможной организации зимнего варианта игр, о его отношении к проведению «Детей Азии» в Монголии, с Михаилом Николаевым беседовала Александра Охлопкова. Михаил Ефимович, добрый день. Мы очень рады и благодарны вам за то, что вы согласились на интервью. И хочется спросить, как возникла идея создания этих столь масштабных международных игр «Дети Азии»? Я приведу один пример. Вот Туймада, стадион Туймада. Мы начали его реконструировать, заново строить в феврале, марте 1996 года. И закончили канун открытия, это в конце июля. Огромное количество людей работало день и ночь, и практически за 7 месяцев. Вот. Великолепное здание мы построили. И я вот сегодня смотрю этот стадион, как 20 лет тому назад. Нарядный, чистый, уютный, вот, очень привлекательный. И другие объекты. Конечно, финансовые возможности были ограничены, вот, но мы опирались на инициативу народа. И вот впервые в республике началось волонтерское движение. Раньше в республике это движение не было. И мы смотрели, как Австралия в Олимпийских играх принимала огромное количество волонтерских ребят бесплатно, бескорыстно, начиная от переводчика и кончая вот, обеспечение всех мероприятий, связанных с проведением Олимпийских игр. Вот сегодня я смотрю, очень красивые дети наши. Не только вот чистят улицы, собирают мусор и так далее, и это тоже важно, но и великолепные переводчики, великолепные вот, экскурсоводы во всех отношениях. Притом очень большое число выросло таких людей бескорыстно за честь республики. Вот, работает очень продолжительное время. Сколько оправдали эти игры ваши ожидания, идеи, планы и задачи? Ну, конечно, вот то, что я перед собой ставил задачи, они полностью выполнены. Но самое главное, нам не надо останавливаться в этом. Самое главное, массовость должна быть. Мне нравится, вот я недавно был, Ленские столбы, смотрел по ботами, столько молодежи, притом местные ребята раньше так увлеченно не сплавлялись, а сегодня смотрю сотнями людей, ребятишки, молодежь, вот, приобщается и к природе, и к спорту. Вот это все говорит о том, что та задача, сейчас задумка, что возрождение народа, нации, его самосознание и так далее, вот приходит. Но я думаю, мы этим не ограничимся. Не только физическая сила должна быть, но и умственные способности развивались, и умственные соревнования на эту тему. Вот идет разговор. Поэтому мы не должны ограничиваться детскими играми. Насколько я знаю, да, идея проведения зимних спортивных игр тоже инициатива ваша была. И Якутия, наверное, уже готова к этому проведению зимы. Да, но здесь не детские должны быть, а детско-юношеские, поскольку зимние виды тяжелые во всех отношениях, так? И в программе одних, если мы включим детских виды спорта, это маловато будет, неинтересно будет, поэтому детско-юношеские. И нам надо, это не в масштабе Азии надо провести, а
арктические, потому что Якутия все же является северной страной, северной республикой. К столетию республики следовало бы этот вопрос решить в практическом плане, и к 2022 году, на мой взгляд, следовало бы провести этот праздник. Я посоветовал бы, когда наши республиканские мероприятия, соревновательные проводятся, всегда надо иметь международный сегмент, всегда надо приглашать. Мы все замыкаемся, только не хотим раскрыться. Это самая плохая черта. Пусть игры Дыгына, пусть игры Манчары. По видам надо приглашать людей, иностранцев. И они посмотрели, и мы посмотрели. Вот мне рассказывают, что вот Индия после посещения наших международных соревнований, перетягивания палки, включая учебную программу, как обязательное занятие. Это великолепно же, великолепно. Вот. А мы что берем от мира? Вот. Поэтому этот момент, этот элемент во всем должен присутствовать. И экономике, и производстве, и в сельском хозяйстве, и в вопросах культуры, образования и спорта. Во всем международный сегмент должен присутствовать. С момента проведения первых игр прошло 20 лет. И игры действительно ходят на новый уровень. Все мы великолепно знаем, что следующие Дети Азии пройдут в Монголии. Как вы относитесь к этому? От этого не надо бояться. Наоборот, эти игры обогатятся. Да? И притом Монголия не субъект какого-то государства, так, а самостоятельно признана Организацией Объединенных Наций государств со своей историей, традицией и так далее. Я думаю, монголы с первых дней участвуют в этих играх. Они очень много взяли, начиная от организации, кончая питанием, так, от республики. И они обогатят еще на новый уровень поднимут. Я в этом глубоко убежден. Так что не горюйте, а мы еще пойдем дальше.